15 лет назад в нашей республике Министерством образования была создана школа приемных родителей. Несмотря на все сложности, особенно в последнее время, школа продолжает работать при поддержке всех заинтересованных ведомств и учреждений. Хочу особо отметить наших социальных партнеров, с кем мы ежедневно сотрудничаем, и благодаря кому ведется эта школа. Озвучил уже замечательное учреждение «Дворец детского творчества имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой». Аплодисменты. В этом месте, именно здесь, в непростой период пандемии, когда руководителем была еще Петрова Мария Петровна, ныне начальник управления образования, мы начали эту работу. Очень удобно, в центре города проходят наши школы приемных родителей с 2020 года. И еще раз благодарность Татьяне Ивановне Ивановой, нынешнему руководителю данного учреждения. Благодаря той работе, которая проводится с Дворцом детского творчества в рамках приоритетного национального проекта образования по направлению «Успех каждого ребенка», по нашему соглашению мы проводим дополнительное образование наших ребятишек, которые находятся в нашем центре, по художественной эстетической направленности. Аплодисменты нашим педагогам, которые работают и сотрудничают вместе. За время работы школы приемных родителей обучение в ней по всей республике прошли 2340 человек, взявших на воспитание детей в свои семьи. Школу приемных родителей прошла я в 2020 году. Мы там учились. Уже эта группа была такая особенная, потому что уже будущие приемные семьи были. У нас были насыщенная информация, делились своими впечатлениями. У нас были расстановки. Приемные семьи кандидаты должны все пройти школу, потому что это очень нужно, там получаешь нужные информации. В школе приемных родителей работают опытные и высококвалифицированные тренеры и психологи, обучающие кандидатов, замещающие родители. Школа приемных родителей, она очень хорошо, в общем, помогает психологически. То есть мы сначала вообще не представляли, что значит быть приемным родителем. Ну, потому что все, как обычно, говорят: ой, пошел там в детский дом, взял детей, все, и ты уже мама с папой. Оказывается, есть, в общем, куча подводных камней. И в основном-то даже не так сложно пойти и взять ребенка, сколько принять сам процесс вот этого принятия ребенка, он как бы, можно сказать, сложный. И даже пройдя обучение в школе приемных родителей, морально мы были к этому готовы, но, тем не менее, тоже сталкивались с трудностями. Поэтому всем, кто задумывается о том, что хочет взять детей, я советую школу приемных родителей. Авторами программы обучения в школе приемных родителей являются Лена Егоровна Павлова и Зинаида Сафроновна Шахурдина. За заслуги и многолетний добросовестный труд Зинаиде Сафроновне вручен знак отличия «Гражданская доблесть», а начальник отдела семейного жизнеустройства Центра «Берегиня» Наталья Семеновна Захарова была отмечена почетной грамотой Государственного собрания Илтумен. У нас в республике 224 приемные семьи, где воспитывается 627 детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот. И, конечно, вот сейчас в Конституции провозгласив детей важнейшим приоритетом государственной политики, конечно, государство уже взяло на себя обязательства родителей. Соответственно, мы сейчас работаем в том направлении, чтобы дети воспитывались в семье, в атмосфере любви, доброты, чтобы были мама и папа. Я вот сейчас вижу, какие замечательные с вами дети и какую большую работу проводите вы. Это действительно очень большой шаг в этом направлении. И чем меньше у нас будет детей в социальных учреждениях, тем, конечно, будет хорошо тем детям, которые у нас действительно так получилось, что не повезло, можно сказать, да? А когда вы уже приняли в свою семью, то, конечно, у этих детей только от вас зависит, какое будущее будет.
Школа приемных родителей ведется в 22 городских округах и муниципальных образованиях республики. За годы работы школы Центром содействия семейного воспитания было подготовлено более 1500 кандидатов, и 710 детей обрели свои семьи. Каждый ребенок должен жить и воспитываться в семье. Семья – это дом, опора в жизни, счастье. И пусть семья будет у всех детей. У нас на федеральном уровне закреплены, конечно, все нормы, как заключить договор приемной семье, кто вправе заключить. И если мы сейчас обращаемся именно к приемному родителю, то следует обратить внимание, наверное, приемного родителя на то, что когда он берет ребенка, сироту или оставшихся без попечения родителей в свою семью, принимает, те, которые принимают впервые, должны обратить внимание на то, что они в обязательном порядке должны заключить договор о приемной семье с органом опеки и попечительства на местах. То есть это глава муниципального района или, если глава делегировала эти полномочия, договор подписывает заместитель главы района. И, как и принято в правоприменительной практике, в договоре, конечно, должны быть прописаны все обязанности, ответственность сторон и, конечно же, права. То есть это ответственность и обязанность органа опеки, и со второй стороны это ответственность и обязанность приемного родителя. Прописывается вплоть даже такие пункты, как что приемный родитель отвечает, ответственен он за то, чтобы устроить ребенка в детский сад, устроить ребенка в школу, обеспечить ему обязательно медицинское своевременное оказание помощи через обращение в медицинские организации и так далее. То есть вплоть даже такие, казалось бы, обычные вещи, которые обязательны, конечно же, для сироты, которая у нас находится на особом контроле. При этом, конечно же, в договоре о приемной семье в связи с тем, что приемный родитель исполняет обязанности на возмездной основе, прописывается даже размер вознаграждения, который ежемесячно будет получать приемный родитель. Приемный родитель, заключая договор, вправе высказать свою точку зрения и внести предложение, что можно прописать в этом договоре. Если у нас есть типовая форма договора, то орган опеки должен ознакомить кандидата в приемные родители. Кандидат ознакомился и вправе внести свои предложения. Что он хочет, например, получить, какую помощь даже он хочет получить от органа опеки и прописать в договоре. А орган опеки, получив эти предложения, дается, предположим, 5 рабочих дней, когда орган опеки может это обсудить и внести в этот договор. Как мы еще раз обращаем внимание, что обязательно должен быть прописан размер. При этом не возбраняется, конечно же, на любом этапе, когда уже договор подписан, приемная семья уже была образована год назад, предположим, возникли какие-то новые обстоятельства. Не возбраняется дополнительное соглашение принимать, тоже такое двустороннее, приемный родитель подписывает, да, дополнительное соглашение к этому договору. В договоре прописываются дети, которые принимает приемная семья. Предположим, если семья одновременно принимает 2 детей, эти оба ребенка могут быть прописаны в одном договоре, не разбивая на 2 договора. Или если семья принимает сразу 6 детей, не надо заключать отдельный 6 договоров в 2 экземплярах, подписывать. Все эти 6 детей, они могут быть прописаны в одном договоре. Что еще можно сказать? Конечно же, обращаю внимание, что как и договор, если он заключается двусторонний, то есть это орган опеки и приемный родитель, конечно, он подписывается в 2 экземплярах, и 1 экземпляр в оригинале, с синей печатью, синей подписью, так скажем, должен оставаться на руках у приемного родителя. Приемный родитель должен знать, какие у него права, какие у него обязанности.
Знакомьтесь, Эльвира. Мне 14 лет, я учусь в 6 классе. Мой любимый предмет русский язык. Занимаюсь я волейболом, танцами. Или расскажи мне, что ты делаешь? Я делаю корзинку. А кто тебя учит это делать? Мария Анатольевна. Это вот что вы берете просто обычную бумагу, да? Расскажи, вот что вы используете, какой материал? Мы берем обычную бумагу А4, закручиваем, потом склеиваем и начинаем плести корзины. Или какая у тебя мечта есть? Стать хорошим игроком по волейболу. Эльвира каждый день приходит в спортивный зал, шаг за шагом приближаясь к своей мечте. При этом она задумывается и о своей будущей профессии. А ты уже задумывалась о будущем? Вот кем бы ты хотела стать, где бы ты хотела учиться? Я хочу стать медсестрой. Спокойствие, доброта, неравнодушие, которыми обладает Эльвира, помогут ей стать тем, кем она хочет. Эля всегда приходит на помощь тем, кто в этом нуждается. У девочки много подруг, ее любят и уважают воспитатели. Есть у Эльвиры еще одна самая заветная мечта. Ты бы хотела попасть в семью? Да. Вот, или расскажи, в какую семью? Я хочу, чтобы она была добрая, понимала меня, любила, заботилась. А чему бы ты хотела научиться у своей мамы? Наверное, вкусно готовить. И все. Мы надеемся, что Эльвира обретет семью, и все ее мечты обязательно сбудутся.